Сегодня проповедь называется «Найти то, что ищешь». И местописание, к которому мы будем обращаться, давайте мы его прочитаем сначала. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 18 стих. События происходят после того, как Иисуса распяли, Он умер, Его положили в могилу. В воскресенье, давайте читать с 11 стиха. «Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в гробницу и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса, один в изголовье и один в ногах. Ангелы спросили Марию: „Женщина, почему ты плачешь?“ „Унесли моего Господа, – ответила Мария, – и я не знаю, куда его положили“. Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала его. „Женщина, – сказал Иисус, – почему ты плачешь? Кого ты ищешь?“ Она подумала, что это садовник, и сказала: „Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его“. „Мария, – сказал ей Иисус“. Она повернулась к нему и воскликнула на еврейском языке: „Рабуни“, что значит «учитель мой“. Иисус сказал: „Не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к Отцу. Пойди лучше к моим братьям и скажи им: я поднимаюсь к моему Отцу и к вашему Отцу, к моему Богу и вашему Богу“. Мария Магдалина пошла к ученикам и сказала: „Я видела Господа“. И она пересказала им все, что Он ей говорил. Вечером в первый день недели, когда ученики собрались вместе, и двери дома, где они находились, были заперты, из боязни перед иудеями пришел Иисус, Он стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Сказав это, Он показал им свои руки и бок. Увидев Господа, ученики обрадовались. Итак, это просто то место Писания, чтобы вам освежить память, чтобы вы понимали, что происходит. Мария Магдалина, которая находилась возле гробницы, и вот те события, которые происходили. За 500 лет до рождения Иисуса Христа родился еще один человек. Мы его знаем как Будду, звали его Сиддхартха. Человек, который достигал какого-то просветления, основал религию, и у него было множество последователей. В конце концов он умер, и так как по его вере его кремировали после смерти. И вы знаете, что в последний момент кто-то успел из огня вытащил зуб, и сейчас есть зуб храма, который находится в Шри-Ланке. То есть это, в прямом смысле так он и называется. И если сейчас туда поехать, что там можно найти в этом храме? Зуб. По преданиям, то есть это зуб Будды. И я к чему это, что человек жил, умер, его кремировали, его там какой-то остаток, он есть в этом храме. Если туда приехать, его можно найти. Сегодня в нашей истории, которую мы читали, женщина, которую звали Мария Магдалина, она пришла на могилу к Иисусу и не нашла то, чего она искала. Она искала Иисуса, то есть она искала мертвое тело. Но она не нашла его, потому что гробница была пустой. Он больше не был мертв. То есть, смотрите, она видела, она присутствовала во время казни в пятницу. Она видела, как его распинали. 3 дня прошло. Воскресенье. Она не нашла тело, она пришла, гробница пустая. И она предположила, что кто-то выкрал тело, что кто-то его забрал. Давайте мы посмотрим Евангелие от Иоанна, 20 глава, 2 стих. Чуть раньше здесь. Она побежала к Симону Петру и к ученику, которого Иисус любил, и сказала: „Они забрали Господа из гробницы, и мы не знаем, куда его положили“. И я хочу вам немножко рассказать, кто такая вообще Мария Магдалина. Потому что, о ней говорится совсем немного в Библии. Но тем не менее, в Евангелии от Луки, 8 глава, с 1 по 3 стих. Давайте прочитаем. «После этого Иисус ходил из города в город и из селения в селение, провозглашая радостную весть о Божьем Царстве. Его сопровождали 12, а также несколько женщин, которые были исцелены от злых духов и болезней. Мария, прозванная Магдалиной, из которой вышли 7 демонов, Иоанна, жена Хузы, управляющего дома Ирода, Сусана и многие другие. Эти женщины помогали Иисусу и его ученикам из своих средств.
Нам говорится, что на самом деле Мария была всего лишь одной из нескольких женщин, которые получили исцеление, получили освобождение от злых духов, и они были настолько благодарны тем переменам, которые произошли в их жизни, что они следовали за Ним, за Иисусом и поддерживали Его. Материально написано из своих средств, служили. И, то есть Мария Магдалина была всего лишь одной из нескольких женщин, к которым прикоснулся Иисус. И в прямом и в переносном смысле. Но смотрите, что интересно, всякий раз, когда вот какие-то женщины перечисляются, ну, по крайней мере, это то, что я увидел, ее имя, оно стоит первым. Вот среди всех других имен. Почему? Вы знаете, я предполагаю, это не официальная версия, но я могу сделать такое умозаключение, что она была одной из его самых преданных последовательниц. Она была благодарна за полученное исцеление, за полученное освобождение и хотела всегда быть рядом. Когда Иисус был распят, она была там, во время распятия. Когда Его хоронили, она была там. Когда Он воскрес из мертвых, она тоже была там. Но, конечно, она не ожидала, да, она же ожидала, что она найдет мертвое тело, не ожидала увидеть Его живым. Потому что она видела, как Он умер. Она видела Его смерть. И по обыкновению, мертвые люди, они обычно остаются мертвыми. До этого момента так было. Но когда Мария увидела Иисуса живым, это все изменило. Смотрите, имя Марии Магдалины упоминается во всех 4 Евангелиях. Но Иоанн, он оказывает ей особую честь, рассказывая ее историю у гробницы. То есть она прибежала, она рассказала это Иоанну, Иоанн это записал в Евангелии. То есть как она встретила Иисуса, что он ей сказал, что она сделала для Иисуса. И Иоанн, он поделился об этом. Итак, что же произошло у могилы в то воскресенье? Итак, Мария, она первая вообще из всех приходит рано утром и видит, что камень, который закрывал вход гробницы, если кто был в Израиле или вообще вы знаете их традиции, то есть хоронили в небольших таких, как пещерах. Гробница – это там известковые породы, либо выдалбливалось что-то, то есть их не закапывали в землю, а хоронили в таких вот пещерах. Вход в эту гробницу, вы знаете из истории, завалили камнем. Были стражники, она приходит, камень отвален. И она не заходит вовнутрь, она просто видит, что было закрыто, и камень отвален, и она просто предполагает, что кто-то украл тело Христа. Она бежит и сообщает Петру и Иоанну, которые бегут туда, заходят и видят, что могила действительно пуста. Исчезло тело Иисуса. Уже после этого, как 2 апостола, они зашли в могилу, они вышли, они говорят, действительно его нет. После этого она плачет, и она заходит туда и видит там, что там сидят 2 ангела. Давайте прочитаем это место Писания, Иоанна 20 глава с 11 по 12 стих. Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в гробницу и увидела 2 ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса. Один в изголовье и один в ногах. Я хочу обратить ваше внимание, что то есть в этих пещерах, как правило, были небольшие такие уступы. Вы понимаете, как-то выдолблено так же, где, собственно, лежало забальзамированное тело. И вот она заходит, то есть это как скамеечка такая. Сидят 2 ангела. Один сидит там, где была голова, другой сидит там, где были ноги. И вы знаете, на самом деле интересная такая мысль. Это перекликается с описанием херувимов на крышке ковчега Завета, который был в Ветхом Завете. Мы читать это место Писания не будем, кому интересно. Исход 25 глава, 18-22 стих. Там Бог повелел Моисею сделать ковчег и сделать 2 ангелов из чистого золота. И они должны были быть на крышке Завета, на которой наносилась кровь искупления. То есть с одной и с другой стороны крышки. И вы знаете, что в Ветхом Завете раз в год приходил первосвященник, то есть
Всем было запрещено заходить в святая святых, где стоял ковчег. Он был отделен завесой. Вы знаете про скинию. И то же самое потом в храме. И раз в год первосвященник приходил туда, и он проливал кровь. Он окроплял крышку завета, вот где вот эти херувимы были сделаны, чтобы покрыть грехи народа, грехи людей. И после того, как он это делал, грехи людей, они были прощены. И вот здесь, в могиле Иисуса, сидят два ангела по обе стороны от того места, где был положен Иисус. Где его кровь, после того, как он был распят, вы знаете, его проткнули, то есть она пропитала это место, и она была там. Она обогряла вот эту каменную плиту, на которой он лежал. И благодаря его крови наши грехи прощены. Вы знаете это. Понимала ли это Мария в тот момент? Скорее всего, нет. Но я думаю, что Иоанн записал вот про этих двух ангелов, вот эту всю историю для нас. Потому что Бог хотел, чтобы мы знали, что Иисус не только умер, ну не просто умер, но когда Он умер для того, чтобы Его кровь могла покрыть наши грехи. Как было по то есть без пролития крови нет прощения грехов. Если бы Иисус не умер, мы бы до сих пор чувствовали вину за свои грехи. Но поскольку Иисус умер за тебя и за меня, Бог больше не смотрит на твои грехи. Еще раз. Бог не смотрит на твои грехи, потому что Иисус умер за тебя и за меня, и Он пролил кровь. И мы чисты пред Богом не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы что-то делаем, и мы можем это заслужить, но просто потому, что Иисус все сделал. Это Божий план. Единственное требование от нас – это верить в Него. Просто принять, и мы чисты пред Богом. Все твои грехи покрыты. Если ты христианин, если ты принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, все твои грехи, они покрыты. У тебя все ровно с Богом. Понимаете? Итак, Иоанн записал для нас это, но Иоанн также записал некоторые другие вещи, которые рассказала ему Мария. Например, Иоанн записал вообще первые слова, которые Иисус сказал после воскресения. Представьте, вот он воскрес из мертвых, он встречает первого человека, и он говорит что-то, наверное, важное. Первые 4 слова, сказанные Иисусом после его воскресения, это все было сказано Марии. Я думаю, что это было важно не только для нее, но это важно также для нас. И я сейчас поясню. Вот первое сообщение, которое он сказал, давайте мы прочитаем. Иоанна 20 глава, 13-14 стих. Ангелы спросили Марию, женщина, почему ты плачешь? «Унесли моего Господа», — ответила Мария, «и я не знаю, куда его положили». Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала его. Первые его слова. «Женщина», — сказал Иисус, «почему ты плачешь?» Дальше. «Кого ты ищешь?» Почему Мария плакала? Она плакала, потому что она думала, что Иисус мертв. Он умер. Смотрите, она находится в таком состоянии, что она верит, что вся надежда, она потеряна. Она думала, что это тот Мессия, Спаситель, но он мертв. Надежда потеряна, смерть победила, грех победил, а сатана смеялся. И если бы это было правдой, у нее действительно были все основания плакать. Это просто печаль печальная. Как и нам с тобой. Я имею в виду, если бы Иисус не воскрес из мертвых, то тогда, когда мы все умрем, живым из этой жизни еще никто не выбирался. Если Иисус не придет, пока мы еще живем. И если мы умрем, и если Он не воскрес, тогда и нам никогда не выбраться из могилы. И это прям печально. Как сказано в 1 Коринфянам, 15 глава, 14-19 стих. Давайте прочитаем. «А если Христос не воскрес,
то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, ровно как и наша вера. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, конечно, мертвых вообще нельзя воскресить. Ведь если мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас. Тогда и те, кто умер во Христе, погибли. Если мы надеемся на Христа только лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди. Другими словами, если Христос не воскрес из мертвых, вы тоже не воскреснете. И если это правда, у вас есть причина плакать, потому что после смерти вообще не на что надеяться. Но благая весть, Евангелие, радостная весть, она заключается в том, что Иисус, Он действительно воскрес из мертвых. И Павел писал об этом в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13-17 стих. Давайте прочитаем. Братья, мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто заснул. Смотрите, какое он слово употребляет, да? Не просто умер, а заснул. То есть это временно. Чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес. И поэтому верим, что вместе с Иисусом Бог приведет и усопших с верой в Него. Мы теперь говорим вам со слов Господа, что мы, которые будем еще в живых к тому времени, когда придет Господь, нисколько не опередим усопших, потому что Господь сам придет с небес, о чем возвестят громкий клич, голос архангела и труба Божия, и умершие с верой во Христа воскреснут первыми. Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Господа в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Господом. Зачем вам плакать, если вам совсем не нужно плакать? Знаете, одна женщина, я слышал такое свидетельство, она рассказывала, что когда она была маленькая, у нее была сестра, и она умерла, ребенком, ее сестра. И это было очень большим потрясением для их отца. Он говорит, каждый год в ее день рождения он приходил на ее могилу и просто, есть такое слово, убивался. Он просто не мог сдержать слез, он просто лежал на могиле и постоянно плакал. Но когда он стал верующим, когда он стал христианином, все изменилось. После своего крещения он по-прежнему каждый год приходил на ее могилу, но его горе уже не было таким всепоглощающим. Он приносил цветы, он вспоминал ее, но больше не плакал, как раньше. Почему? Потому что он начал верить в воскрешение. Он верил, что его ребенок вернется, он с ним еще увидится. И она говорила, что у нее такое свидетельство было, это произвело на меня такое сильное впечатление, что это побудило ее также стать верующей, христианкой. Это привело ее в церковь, когда она увидела, как изменился ее отец. Итак, первыми словами, которые сказал Иисус, Он говорил, женщина, что ты плачешь? Почему ты плачешь? Вообще не надо плакать. Он воскрес. Но вторая вещь, которую сказал Иисус, она еще более могущественная, более сильная. Знаете, что Он ей сказал, во-вторых? Он сказал ей, Мария. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 20 глава, 16 стих, и я сейчас поясню, что я имею в виду. Мария, сказал ей Иисус. Она повернулась к Нему и воскликнула на еврейском языке рабуни, что значит «учитель мой». Смотрите, там написано, что когда Он ей говорил первые слова, она Его не узнала. По какой причине, так как ученики, мы знаем, что Иисус, Он уже был в прославленном теле. В этом, Он проходил сквозь стены, когда Он к ученикам зашел. Как-то Он выглядел немножко по-другому, что Его сразу не узнавали. Не суть. Но как только Он произнес ее имя,
Он ее назвал по имени. Не просто женщина. То есть он изначально же знал, кто это. Он говорит: женщина, что ты плачешь? А потом говорит: Мария. И она сразу же узнала его, кто он такой. Смотрите, что я хочу подчеркнуть. Он знал, кто она такая. Он знал, как ее зовут. Иисус умер за грехи всего человечества, но когда он увидел ее, он произнес ее имя. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, давайте прочитаем 3 и 14 стих. «Сторож открывает ему дверь, и овцы слышат его голос. Он зовет своих овец по именам и выводит их». И дальше он говорит про себя: «Я хороший пастух, я знаю своих, и они знают меня». Что это означает для нас с тобой? Иисус знает твое имя. Иисус умер за грехи всего человечества, но Он знает лично тебя по имени. Когда Он вернется, Он назовет твое имя. И когда Он назовет твое имя, если мы уже умрем к тому времени, Он поднимет тебя из могилы, чтобы ты жил с Ним вечно. И вообще радостные вести на самом деле. Слава Богу! Но было еще что-то, что Иисус сказал Марии. Смотрите, дальше читаем. Иоанна 20 глава, 17 стих. Иисус сказал: «Не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к Отцу. Пойди лучше к моим братьям и скажи им: я поднимаюсь к моему Отцу и к вашему Отцу, к моему Богу и вашему Богу». И я такую, от себя такую трактовку, вольную, может быть, немножко допущу. Что я хочу сказать по поводу этой части текста. Смотрите. Да, Иисус умер, чтобы ты мог освободиться от страха смерти. Смерть – это еще не конец, это не финал. Тебе не нужно бояться. И да, Иисус знает твое имя, и Он вернется за тобой. Но нет, не цепляйся за Него. Как будто все дело только в тебе, что Он это сделал только для тебя. Не пытайся удержать Иисуса при себе. Я сейчас поясню. Потому что это самые лучшие новости когда-либо. Евангелие – это благая весть. Что такое благая весть? Это самые лучшие новости. Это самое лучшее известие. Это самая радостная весть, которая только может быть. Но не только для тебя, но вообще для всех. Не удерживай ее при себе. Поделись этим с другим. Вы понимаете? Вы знаете, у нас людей в церкви больше становится, и детей больше, и может быть, не видно было, но чем больше людей, тем больше все равно каких-то трений возникает. Тем более, когда еще все не организовано, мы стремимся к этому, поэтому у нас какая-то структура появляется, какая-то организация, потому что, обязательно кто-нибудь кому-нибудь на ногу наступит. Вы понимаете? И в процессе подготовки праздника вообще, слава Богу, так классно было, я порадовался. Но если ты знаешь, какие конфликты были, в том числе, и меня тоже иногда люди спрашивают, у меня, знаете, детей прибавляются, дети, слава Богу, конечно, за них, но иногда выходишь, там какая-то крепость построена, весь мусор, который за домом лежал, он спереди, родители все ушли, палки отовсюду торчат и так далее. Меня иногда спрашивают, как ты можешь мириться вообще со всем поведением? Что вообще происходит? Вы знаете, я, мирюсь и с ними, и с другими людьми, стараюсь, прилагаю максимум сил. Знаете, потому что я понимаю, что Иисус умер не только за меня или за тебя, но и за них тоже. И за этих детей. Про детей. Помните это место? Матфея 19 глава, 14 стих. Иисус сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они». Это все местописания, которые я читаю, новый русский перевод. Немножко отличается от синодального, но, мне кажется, суть больше передается. Но также касается и взрослых.
Он не только за тебя и за меня умер, но вот и за этих тоже, которые на ноги наступают, на больные мозоли. Именно поэтому мы собираемся здесь каждое воскресенье. Что я имею в виду? Мы здесь не только ради себя, но потому что мы услышали самые лучшие новости. Самые крутые новости, которые только есть. Потому что если сейчас смотреть телевизор, кто смотрит телевизор вообще? Кто-нибудь есть такие? Нет, честно, давайте честно. Раз в неделю. Все равно это меньше четверти. Но тем не менее, я просто иногда включаешь, даже не знаю. Потом хочется какой-нибудь фильм ужасов посмотреть, чтобы немножко расслабиться как бы. Вот это нагнетание, которое идет, я не знаю, может быть, кто-то смотрит что-то другое. Я обычно, если смотреть новости, то просто вот этот поток информации, который наносит печаль просто какую-то. Но у нас есть самые лучшие новости. Благая весть, радостная весть. Христос воскрес. Вы знаете, мы должны делиться этим. Нам нужно сказать миру, об этом. Потому что если ты это будешь удерживать для себя, конечно, оно здорово, но в христианстве это так не работает. Вот вы понимаете? То есть вот эта радость, обычно, когда у человека что-то такое вот происходит, и как-то пытаешься все окружить, чтобы вот, не дай Бог, не сглазили, там кто-нибудь не залез, у меня все хорошо. Но здесь нам нужно делиться. Вы знаете, когда-то на заре, когда я покаялся, мы пели такую песню. Может быть, кто-то из староверов помнит. Знаете, да, Он воскрес, Он жив, в гробу нет никого. Да, Он воскрес, Он жив, мы сами видели Его. Жизнь нашу сделал новой, из мертвых воскрес. Живой Он, живой Он. Нам нужно доносить эту новость. Слава Богу!